Коммунистический режим Китая продолжает уничтожать культуру и веру жителей уйгурского региона, запрещая людям совершать религиозные обряды в месяц Рамадан. Правительственный чиновник из города Корла рассказал агентству Питер Винтер, что в ноябре 2018 года руководитель муниципального правительственного отдела попросил изменить меню столовой этого учреждения, сделав мясо свинины основным продуктом питания. С тех пор мясо свинины и рыси стали ежедневным рационом. Повар кафетерия, которые посещают уйгуры и другие мусульмане, не смогла сдержать слез, осознавая, что ей придется готовить еду из свинины. Однако ее коллега призвал успокоиться и осознать, что другого выбора у них нет. Посол Китая в Израиле найден мертвым в своем доме, расположенном в пригороде Тель-Авива. Представитель израильской полиции объявил о начале расследования дела. Было отмечено, что в доме не было супруги и сына Ду Вэя, приехавших в Израиль в середине февраля. Газета Хаарец сообщила, что согласно предварительным данным, посла обнаружили домработницы. Следов насильственной смерти не было обнаружено. 12 мая китайский посол сообщил газете «Иерусалим-Пост» о борьбе с COVID-19 в Китае и заявил, что Пекин прозрачен в этом вопросе. Тем не менее, госсекретарь США Майк Помпео, который раскритиковал китайские инвестиции в Израиле, еще раз заявил, что Пекин скрывает информацию о вспышке коронавируса. В свою очередь, посольство Китая назвало слова Помпео абсурдом. По официальным данным, в Китае зафиксировано 82 947 случаев заболевания и 4633 смертей от коронавируса нового типа. Однако фактическое количество инфицированных в Китае во много раз превышает официальную статистику. Согласно информации, полученной из Национального университета оборонных технологий в городе Чанша, количество случаев составляет не менее 640 тысяч. Согласно заявлению издательства Foreign Policy, озвученная выше цифра представляет собой общее количество инфицированных в 230 городах и населенных пунктах Китая. Информация была подтверждена из реестра медицинских записей больниц и госпиталей этих городов. Старший медицинский советник китайского правительства и главный врач комитета по борьбе с COVID-19 Джун Наньшань принял участие в специальном интервью с CNN и сделал ряд важных заявлений. Доктор Наньшань сообщал, что местное управление города Ухань не предоставило четкой информации на ранних стадиях эпидемии. Местные чиновники не хотели говорить правду и поэтому скрывали истинное положение дел, что привело к заражению большого количества людей, сказал Наньшань, известный как отважный врач, сражавшийся с эпидемией атипичной пневмонии. Я не поверил этому и продолжил поиск точной информации. Я потребовал от них назвать реальное число инфицированных и жертв, заявил китайский специалист. По его словам, число случаев, официально зарегистрированных в Ухане, вызвало подозрение, так как, несмотря на то, что во всем мире количество жертв и зараженных росло, местные власти говорили, что за 10 дней был зафиксирован всего 41 случай. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф пожаловался на США из-за того, что Вашингтон пытается помешать его стране поставлять нефть в Венесуэлу. Джавад Зариф обратился к генеральному секретарю ООН Антонио Гутеррешу следующими словами. Незаконные и провокационные угрозы США являются своего рода пиратством, которое угрожает стабильности и безопасности всего мира. США должны прекратить беззаконие и уважать верховенство международного права, в частности, свободу передвижения в открытом море.